мой мир, мой, да, вот, который я вот живу здесь, да, и их мир, они разные, поэтому я не могу сравнивать, понимаешь? Но что-то есть наигранное, что-то там выдуманное, но мне кажется, это то, что происходит, так и показывает. Но то, что я делаю, мне нравится, например. Я не ошиблась выбором профессии своей. Вот. И это главное, мне кажется. У меня даже хэштег есть «Я несу красоту». Вот. И вот несу красоту всю жизнь. Как вот я работаю 20 с лишним лет, как модельером стала, вот так и работаю. Я любила смотреть вот эти сказки, детские мультфильмы всякие, вот новогодние в основном, Снегурочки, Деда Мороза, вот костюмы, то, что там было нарисовано, мне очень нравилось. И я старалась всегда как-то самой тоже вот это вот на листке бумаги все это нарисовать, сделать. Карнавальная ночь, мне там нравилось, платье Гурченко, да, и всем девочкам, наверное, эти платья нравились, ее наряды, да, и всегда хотела такое платье вот себе. Это было, знаете, после 8 класса я шила себе наряд на один вечер. На 8 марта, помню. Результат мне понравился тогда, по тем временам. Если я сейчас увижу, наверное, я скажу: ой, какой ужас. Это было похожее на что-то, потому что там на резинке собранная такая юбка и верх отдельно. Молодым его не стало, как бы, да, Маккуин. Про него фильм, да, я уже 3 раза, что ли, смотрела. Прям с юности начал вот это вот работать модельером, начал с подмастерья и стал уже таким маститым дизайнером. Потом я смотрела фильм про Ив Сен-Лоран тоже. Вот, как он мучился, как он это находил себя. Коко де Шанель я смотрела фильм, во. Она же такая решительная, и хочется быть, как она, тоже решительной, дерзкой. Вот одна коллекция у меня была в японском стиле. Я посмотрела фильм «Мемуары гейши». Очень понравилось, красочность, да, вот кимоно, как они меняли, вот эти гейши, да, как они двигались. Ну, сподвигла вот на коллекцию новую. Вот. И коллекция всем понравилась. Потом какие-то исторические фильмы вдохновляют на какие-то вечерние наряды тоже. Ну, про Екатерину, например. Да, фильмы, очень много фильмов. Там очень красивые костюмы. Это можно использовать и в современном костюме тоже, почему нет. Оттуда что-то взять, да, и арт-деко, да, получается, как бы, что-то такое. Угу. Я не люблю, когда только один стиль. Я люблю смешивать стили, эти образы, все, перемешку. Ну, смотрела, да. Мне актриса нравится, Дьявол, которая. Как она сыграла, тоже очень хорошо. И я такая... И все такие: ой, Дора, на тебя похожа. Я такая: а я что, такая стерва, что ли? Я нет, не такая. А иногда хочется быть такой, в принципе. Я такой сама по себе мягкий человек. Ну, я так считаю. Может, другие по-другому считают. Иногда, наверное, руководителю надо быть как-то это пожестче. А у меня этого нет. Смотря этот фильм, я думаю, вот бы мне быть такой. Наверное. Я не скажу, что нет, то есть, наверное, да. Может быть. Да, бывает, потому что, знаете как, в последнем показе у меня появилась одна личность, и все думали, что это, ну, такая известная личность. И вот все подумали, что ради пиара я ее туда позвала, а такого не было. Ну, как бы она сама пришла, изъявила желание прийти и пришла. Видела, девушка спускалась, но я не знала, что это Власова. Ну, я такая: о, какая экстравагантная, я подумала. И все. И прошла мимо.
И по интернету, там, в Инсте все было показано, и все подумали, да, вот писали, что это Дора Николаева, чтобы рейтинг свой поднять, специально позвала эту девушку. Пиара так такового не ищу. Зачем? Город у нас такой маленький, республика маленькая. Самые красивые платья я шила, наверное, для мисс Якутии, наверное. Там Яне Марии Ирназаровой я шила, Сыромятниковой с Ордании, Нынче Макаровой. А как я приехала, мне заказали платье. Платье, можно сказать, даже и не было, да, вот. Открытый живот, там что-то лиф какой-то, вот, безумное платье, вот безумное. И я сейчас такая думаю, ой, какое ужасное платье я шила. Вот желтого цвета я помню, да, и вот тут стразы, тесьма, вот так вот тук-тук-тук-тук пошло. Но сейчас вот это актуально. Тогда, по тем временам, я считаю, что это смело очень было.